Десятки тысяч невинно убитых, сотни сожженных сел. Вся Южная Осетия была охвачена кровавым огнем геноцида, устроенного грузинскими вооруженными отрядами в 1920 году. В Юго-Осетинском государственном университете прошел круглый стол к 105-й годовщине геноцида осетинского народа. Круглый стол организован ЮОГУ и администрацией президента Республики Южная Осетия. Его участниками стали представители руководства республики и законодательного органа, руководства и профессорско-преподавательский состав вуза, представители посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Мероприятие началось с видеоматериала, подготовленного университетским телевидением ЮОГУ ТВ, где потомки свидетельствуют о зверствах, чинимых над мирными жителями грузинскими вооруженными отрядами в 20-х годах прошлого столетия. Преступление, не имеющее срока давности, работу круглого стола открыла модератор, старший преподаватель кафедры всеобщей истории ЮОГУ Залина Бейстаута. Нас собрала за этим круглым столом одна из самых больших трагедий в истории осетинского народа. Ровно в эти дни, 105 лет назад, гвардейцами грузинского меньшевистского правительства большая часть Южной Осетии была предана огню, разрушена, разорена. Более 5000 человек было вырезано. Массовый исход мирного населения по заснеженным перевалам на север Осетии – это еще более 15 тысяч жертв. Все это однозначно подпадает под определение геноцида, данное соответствующей конвенции ООН. Непризнание геноцида опасно. В апреле этого года скорбная дата в истории Армении – 110 лет начала геноцида армян. Исторической науке известно, как Гитлер вдохновлял своих генералов и офицеров на подвиги во имя человечества против человечности и убеждал их в безнаказанности словами. Ведь кто помнит сейчас резню армян? Замалчивание геноцида опасно и влечет за собой еще более кровавый геноцид, свидетельствует этому новейшая история нашей Родины. Мы не имеем морального права молчать о преступлении, которому 105 лет, но которое не имеет срока давности. Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев отметил, что цикл передач, созданный университетским телевидением о геноциде, это правда, о которой должен знать мир. Именно поэтому каждая передача сопровождается титрами на английском языке. Вадим Тедеев отметил, что ЮОГУ уделяет огромное внимание истории своего народа, и это важно, особенно в современном мире. Наше университетское телевидение проделало огромную работу. Я даже еще спрашивал, говорю, это же ваши кадры, когда вот со слов предков, со слов родителей, дедов, бабушек, они вот пересказывали вот эти все страшные события. И они просто сделали так, чтобы был эффект устаревших кадров. А так все, которые там нам рассказывали об этих страшных событиях, это все авторская работа нашего университетского телевидения. Но это небольшая часть, это был целый цикл передач, и на самом деле там многочасовой такой цикл. Но это мы все выставили в интернет, если вы заметили, там еще идут титры на английском языке, потому что мы-то сами знаем, что тогда происходило, что происходило потом в последующие годы. Но именно то, что мы туда уже включили и титры на английском, чтобы весь мир знал, что происходило тогда, что происходило вчера и что может произойти завтра. Я хочу еще подчеркнуть, что такого рода мероприятия у нас проходят в Юго-Осетинском университете регулярно. Это касается и столетия геноцида осетинского народа. Мы проводили тогда тоже масштабные мероприятия. В этом году мы празднуем 80-летие со Дня Победы над фашизмом. Кому это говорю, что мы уделяем этим датам, этим событиям большое внимание. Я хочу отметить, что университет и дальше будет делать все возможное, чтобы позиции осетинского мира, популяризация осетинского языка, великой осетинской культуры приумножалась, чтобы она была всегда на слуху. Это мы гарантируем. Точно так же, как будем популяризировать и в дальнейшем великую русскую культуру. Для этого у нас есть все возможности. А все, кто сегодня принимает участие в нашем мероприятии, всем еще раз спасибо, что и нашли время и провели вот такую активность. Стереть осетинский народ с лица земли – задача, которую поставила перед собой грузинская власть. От имени президента Южной Осетии Алана Гаглоева выступил госсоветник президента Батраз Бегизов. Уважаемые участники круглого стола, деятели науки и культуры, представители общественности. 105-я годовщина геноцида осетинского народа
Это не просто историческая дата. Она является открытой кровоточащей раной в сердце каждого осетина. В 1920 году Южная Осетия стала ареной чудовищной трагедии. Десятки тысяч невинных людей были уничтожены грузинскими меньшевиками, стремившимися стереть с лица земли не только осетин, но и саму память о них. Геноцид 1920 года оставил неизгладимый след в истории осетинского народа. Разрушенные села, сожженные дома, массовые расстрелы и изгнания десятков тысяч людей с родной земли – все это является свидетельством зверств, совершенных в отношении нашего народа. Это кровавое преступление стало не только физическим уничтожением народа, но и попыткой сломить его дух, лишить его исторической памяти и культурного наследия. Сегодня, спустя 105 лет, осетинский народ продолжает строить свои будущее, опираясь на уроки истории. Мы помним о трагедии 1920 года и делаем все возможное, чтобы подобные события никогда не повторились. Мы стремимся к миру и стабильности в регионе, к укреплению дружественных отношений с соседними народами, к сохранению в своей культуре идентичности. Память о жертвах геноцида – это наш долг перед прошлым и наша ответственность перед будущим. Президент Республики Южная Осетия Кавлоев Алан Эдуардович. Бережное и чуткое отношение осетинского общества к истории своего народа дорогого стоит, отметил Игорь Терзиян, советник посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Уважаемые участники круглого стола, во-первых, хотел передать всем слова приветствия от чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия Ахметова Марата Мунировича и пожелать плодотворной научной работы участникам этого мероприятия. Со своей стороны хотел бы отметить бережное и чуткое отношение юго-осетинского общества к своей истории. Достаточно вспомнить, Вадим Батазович упомянул, целая серия была круглых столов, посвященных Великой Отечественной войне, как изучению проблемы в целом, так и именно участию юго-осетинских представителей в этой кровавой битве, в которой мы победили. И дорогого стоит, что и события далеких дней, от которых отделяют нас более 100 лет, тоже являются предметом научного изыскания, научного спора, потому что трагические события, которые были вообще на всем Кавказе и вообще во всей России после Октябрьской революции, в период гражданской войны, они нуждаются еще в своем тщательном, кропотливом исследовании, в том числе и части Южной Осетии. Помнить нельзя забыть, ведь после 20-х годов геноцид осетинского народа грузинами повторялось не раз. Это и 1989 и 2008 года, отметила министр культуры Республики Южная Осетия Рада Загоева. وما شنسون كاننج أشرن قطع كد آدم كد ناطي أفتا نمی نیوگیس روح کنم بارم تنگ بیرم ای خاطن بارم امتانه ایستوری و در فسته مراز داخم بایدا و آخم شاوتم کشتنن زغم بایدانج را دون خاط نیافتگنن نگنن نه در روح کنن اما نه در بارن السجموس في روح كتم ما فستمس فالخطست ناسيوناليزم افديسنت در استایموست کرون نوتموست رایدیان فسته در تا دوامین شبرموست در دوامین استموست در آبون وجگناشت ایمال قو فل در جورن رمست ريسبوبليكا ميداغنا ريسبوبليكا فالгаттына фалаттама хассын ошит има. Геноцид осетинского народа – это тема, которая всегда будет на повестке дня. На круглом столе научное сообщество представило доклады, рассматривая события 1920 года с разных аспектов – исторической, правовой и других.